Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассалям на расулилля. Вспомним несколько аятов, хадисов о важности служения Аллаху субхану ва тааля. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. Раваху Муслим. Имам Муслим, рахимахуллах, передал хадис от матери правоверных, супруги пророка, алейхиссаляту вассалям, по имени Умму Хабиба Рамля, дочь Абу Суфьяна. Пусть Аллах будет доволен ею и ее отцом. Сказала она: я слышала посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как он говорит. Это можно понять так, что он это часто говорил. И самиату Расуляллаху салям якулю. И также можно понять, что она слышала это именно из его уст. Значит, посланник Аллаха, саллаллаху говорил, какой бы мусульманин, какой бы раб Аллаха, мусульманин, не исполнял ради великого Аллаха ежедневно 12 ракатов, намазов дополнительных, кроме обязательных, то Аллах обязательно ему построит дом в раю. Это 12 ракатов, раватиб, то есть вот эти сунны намазы, которые мы читаем в течение дня. 2 до фаджра, 4 до зухра, 2 после зухра и так далее. Если их собрать, общее количество будет 12. وعن عبد الله ابن مغفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء متفق عليه. Имам Аль-Бухари и имам Муслим, пусть Аллах будет милостив к ним обоим, передали хадис от Абдуллах ибн Мугаффаля, пусть Аллах будет доволен им. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: между каждым азаном и каматом, то есть призывом в целом на молитву и призывом на обязательную молитву, салятун, следует выполнить какую-либо молитву, намаз имеется в виду. И так он повторил 3 раза. И в 3-й раз сказал: лиман ша, тем, кто пожелает. Тем, кто пожелает. Поэтому, если мы пришли в мечеть или где бы мы ни были, услышали азан, и время есть до наступления обязательной молитвы, до камата, желательно прочитать 2 ракаата дополнительного намаза. И особенно большое значение имеет особое большое значение имеет 2 ракаата сунны. Да, это тоже можно оставить. 2 ракаата сунны фаджр намаза. Вот сейчас, иншаллах, мы их выполнили, альхамдулилля. Какая за это награда будет, сейчас услышим. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
Значит, пророк, алейхиссалям, сказал, 2 ракаата фаджра, ну, то есть суннаты фаджра, лучше, чем весь этот мир и все, что в нем есть. Аллах. Машаллах. Какое счастье нам, да, что мы выполнили их. И в другом ривате он сказал, эти 2 ракаата любимее для меня, желаннее для меня, чем весь этот дунья и все, что в ней есть. Все, что в ней есть, здесь нету. Джамиан, чем вся эта дунья, чем вся эта дунья. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. Также Айша, наша мать, радаллаху анха, пусть Аллах доволен будет ею, сообщила о своих наблюдениях за пророком, саллаллаху алейхи салям, и сказала, что он не оставлял 4 ракаата до зухра и 2 ракаата до фаджра. Ну, то есть был в этом деле очень таким постоянным, настойчивым, в том, чтобы не пропускать. Значит, в этих намазах особое что-то такое есть, что именно узнаем там, в ахирате. А здесь мы просто самиана ва атана говорим, услышали и подчинились. Но это можно объяснить, и так логически тоже объяснить это можно. Как это можно объяснить? Вот когда, например, дом строишь, участок земли купил, первым делом что делает хозяин? Не, еще до фундамента собор строит. И чем выше, тем лучше, особенно для наших сестер, чтобы они там, это без платка, если будут ходить, чтобы соседи на них не смотрели. Да? Потом уже дом и основные, потом пристройки какие-то. Вот это суннат намаза, они как забор. Они охраняют нас, наш дом от всяких неприятностей, от нежеланных взглядов, от каких-то собак, которые могут туда попасть, или там корова зайдет и будет там гадить там, и так далее. Да? Вот это суннат намазы, они своего рода как бы защита для фарзов. Если человек сунны бережет, у него фарз будет тоже сохраненный. А если нету их, ну дом без забора же как это. Тоже можно жить, конечно, в таком доме, но будет уровень уже другой будет. И есть хадис другой, здесь он упоминается или нет, не знаю, что в судный день первое, о чем человек будет спрошен, о его намазах, об обязательных намазах. Если они есть, отлично, остальные вопросы Аллах легко будет задавать. Если их нету, будет спрашивать у ангелов, которые нас будут сопровождать, скажет, есть ли у него дополнительные намазы, вот эти сунны. Сам Аллах знает, он не нуждается в осведомителях, но ангелов делает свидетелями. Они скажут, есть, он скажет, запишите их по милости моей как обязательные. Все, заполнились его обязательно? Нет, скажет, еще там 2 года не хватает, допустим, или сколько-то. Тогда спросят у ангелов Аллах, есть ли у него нафль, кроме суннат намазов, нафль дополнительный, тахаджуд, или вот тахият аль-масджид, или там духа, или что? Скажут, есть. И Аллах скажет, их тоже по моей милости запишите как обязательные. Представляете себе? Поэтому это очень важно, очень нужно соблюдать сунну пророка, алейхиссалям, не относиться к ней пренебрежительно. К сожалению, мы видим, наблюдаем за молодежью, которые в медресе 1-2 года поучились и говорят, это сунна, это оказывается не обязательно. Можем и не читать. Фарз прочитали и потом сидит в телефоне, там ТикТок листает или что-то другое листает. Просто не понимает, что это очень важное, очень нужное дело. И эти хадисы нам об этом напомнили. Так, значит,
Аяты из суры Анкабут. Аллах сказал в 61-м аяте: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Аллах говорит: Аллах ябсуту ризка лиман яшау мин ибадихи ва якдиру лях. Аллах распределяет удел широко, кому пожелает из своих рабов, ва якдиру лях, и ограничивает его удел, тоже понятно, кому пожелает. Инна Аллах бикулли шайин алим. Аллах обо всем сведущий, знающий. Аллаху ябсуту ризка. Аллах дает удел широко, лиман яша, кому пожелает, мин ибадихи, из своих рабов, ва якдиру лях, и ограничивает его, кому пожелает. Инна Аллах бикулли шайин алим. Аллах обо всем знающий. Вот, вчера мы ходили в парк. Сейчас лето, в такой сезон, когда надо ходить, смотреть. Зимой уже тяжелее будет, надо толстую одежду одевать и так далее. Если у вас возможность, время есть, тоже сходите. Вот, есть парк, называется Музеон. Не знаю, почему так назвали. Парк Горького с одной стороны дороги, с другой стороны парк Музеон. И там проходит какая-то выставка, называется «Москва 2030», кажется. «Москва 2030». Сейчас это такой модный бренд. В Саудии мы тоже видели этот бренд «Мекка 2030». И в советские времена тоже модный был он. Пятилетку какое-то, правительство, государство ставит себе план на 5 лет. И какие-то хочет чего-то достичь, побуждает к этому народ. И на этой выставке там показаны разные роботы, разные достижения техники и так далее, и так далее. То есть можно пойти посмотреть. И там много разных таких, батуты, не батуты, для детей разные развлечения. И мы так с семьей шли и смотрели, о таких вещах мы даже мечтать не могли. Нашим детям, например, Аллах раскрыл это басата риск, они играют. У нас были какие-то такие пластмассовые игрушки, или там это была от кровати, от бабушкиной кровати сетка осталась, мы на ней прыгали, как на батуте. И радовались, альхамдулилля, говорили. А сейчас чего только нету, машаллах. И желательно с ними ходить и напоминать, откуда это все. Аллах в этом аяте нам сказал: Аллах ябсуту ризка лиман яша. Аллах дает удел, кому пожелает, широко из своих рабов. Ва якдиру лях, кому пожелает, дает ограниченно. Инна Аллах бикулли шайин алим. Аллах обо всем знающий. Он знает, кто чего заслуживает, кто чего достоин, и дает, или ограничивает. И мы должны быть довольны своим уделом. Но человек об этом забывает, и всегда ему чего-то не хватает. Я, говорю, хочу большего.
لو كان لابن آدم واد من ذهب, латаманна lahu ан якуна lahu адиян. Если человеку говорит, дать целую долину золота, он будет мечтать о второй долине золота. Валя ямляу батна ибн Адам илля тураб, и пустоту человеческую ничто не заполнит, кроме глины. Ваятубу Аллах аля ман таб. И Аллах принимает покаяние тех, кто кается. Валяин сальтахум, если ты спросишь их, Аллаху алям, это хум, куда возвращается, наверное, к жителям Мекки. Валяин сальтахум ан назаля мина сама, если ты их спросишь, кто не спаслал с неба воду. Фахья бихиль ард, и оживил посредством ее землю. Мин ба'ди маутиха, после ее смерти. Ля якулунна, они ответят, Аллах, Аллах это сделал. Куль, тогда ты им скажи, Альхамдулилля, как же это хорошо, что это делает Аллах. Конечно, если бы была вода в руках кого-нибудь, было бы очень проблематично, да? Люди, потому что жадные, а Аллах щедрый, всем дает, не спрашивает, ты кафир или муслим, ты хороший или плохой, всем дождь посылает, всем воздух дает, всем другие блага дает. Поэтому альхамдулилля. Но люди этот источник знают откуда, понимают, что за этим всем стоит Аллах, но не задумывается. Вот, например, тебе дали какой-то кусочек хлеба или какой-то подарок, ты же скажешь обязательно спасибо, правильно? Или в магазин пойдешь, бесплатно же тебе ничего не дают. Надо обязательно заплатить. А Аллах все это нам дает. Неужели не будете благодарными? Так, здесь такой контекст есть. И далее Аллах говорит, «Баль аксарухум ля я'килун». Но большинство из них об этом или о других вещах не задумывается. А думает, так и должно быть. Но так и должно быть не бывает. Аллах Тааля создал нас, чтобы мы Его познали и были Ему благодарными. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Он вывел вас из чрева матерей в том положении, которое вы ничего не знали, ничего не умели, и наделил вас слухом, зрением, сердцем. Быть может, вы будете благодарными. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. Это ближайшая, нижайшая жизнь, не что иное, как игра и забава. Нужно ли играть? Или нужно быть всегда таким серьезным? Намаз читаю, больше ничего не делаю. Никакие парки нам не нужны, ничего не нужно. Как вы думаете? Да, надо каждому отдавать свои права. Есть права Аллаха, есть права семьи, есть права тела, есть права этой жизни. Фа'ати кулля зи хаккин хакка, как говорил Сальман аль-Фариси, и его слова подтвердил пророк Мухаммад, саллиллаху. И пока дети играют, и пока мы тоже играем, большие игрушки только у нас уже. Если раньше дети играли, и сейчас играют какие-то там песочки или, я не знаю, куколки-муколки, и набирается определенных навыков, которые им потом в большой жизни пригодятся, так и мы в этой жизни тоже играем, и эти навыки нам в ахирате пригодятся. И даже когда братья Юсуфа хотели взять его с собой, отец их не отпускал. Потом, когда они предложили «Ярта ва ял'аб», отпусти его, чтобы он с нами играл и чуть-чуть резвился, он их отпустил, сына. Значит, в этой игре есть какая-то польза. «Вама хадихи л-хаяту дунья» — это игра, то есть это ближайшая, нижайшая жизнь, не что иное, как игра и забава. «Ва инна дар ал-ахирата» — и воистину последняя обитель «Ляхияль хайван» — это настоящий хайван.
В нашем языке хайван — это как бы такое порицательное, ругательное слово. Но хайван в основе своей — это жизнь. Жизнь. Иннама аль-даруль ахира лахьяль хайван. Настоящая жизнь там. Здесь игра и забава. Ляу кану я'лямун, если бы они это только знали. Да. Дай Аллах нам это познать. Альхамдулилля, есть у нас первоисточники, Коран, Сунна. Обращаясь к ним, мы вспоминаем, что здесь мы играем, забавляемся, но не играем, как сказать, играем с тем, чтобы набраться опыта, набраться навыков, которые нам в будущем пригодятся. Даже этот же намаз, который мы делаем, он не случайен. Выравнивание рядов, вовремя выполнение, это все нас готовит к чему-то великому, готовит, мы знаем к чему, к встрече с Аллахом в судный день. Там люди будут стоять рядами. Те, кто здесь к этому привык, они это легко выстроятся. И есть тоже предание, риваяты от пророка, алейхиссалям, что Аллах скажет: делайте саджда. Те, кто делал саджда в этом мире, легко пойдут в него, а те, кто не делал или делал это на показуху, они застрянут просто, не смогут его сделать, саджда сделать Аллаху субхану тааля. Поэтому намаз очень важен, и это не просто ритуал, не просто какие-то движения, а в этом есть большой смысл. Его до конца мы не осознаем, но во всяком случае стараемся его осознать, стараемся понять. Но самое главное, то, что мы должны делать, это сказать «Самьяна ва ата'ана», слушаемся и повинуемся. «Ама юти'и Аллаха ва расулях», а тот, кто подчиняется Аллаху и его пророку, «факад фаза фаузан азима», несомненно, он достиг великого успеха. Поэтому, альхамдулилля, парки открыты, погода хорошая, сходите с семьей или с друзьями, немножко тоже порезвитесь на свежем воздухе, и через это посмотрите, увидьте милость Аллаха, не только в коранических аятах, но и в жизненных событиях. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.